Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Тавиль Хазиахметов вообще прошел уникальную судьбу, родившись в деревне, в Сабинском районе, деревне Юсеф-Алан. История такова, что его родители, Шамсанур и Гниятуллах, были из другой деревни. Вот они. Это уже позднее фото, казанский период. Папа больше, конечно, похож на маму. Они родились в другой деревне. Бабушка родилась в деревне Мертен, а дедушка родился в деревне Тенаки. И вот они потом в последующем переехали в Юсеф-Алан, где папа и родился. История такова, что деревня Тенаки, по-русски Теньки, она славилась тем, что издревле была деревня ювелиров, так же, как и эта традиция перешла и уже в Юсеф-Алан, как более позднюю образованную, основанную, назовем так, деревню. И в ней работали профессионалы, которые исключительно занимались только ювелирным искусством. Притом деревня Тенаки, дедушкина, и Мертен, они враждовали друг с другом. И эта вражда, она, кстати, и в современный период, даже в советский период по Татарстану были такие традиции, когда были жесткие бои, не чужих людей вообще, особенно среди мужчин. И это доходило до того даже, что выкапывались окопы, как вспоминал папа, выкапывались окопы между деревнями и устраивались бои. И вот каким-то чудом вот эти два человека из двух разных миров, они поженились и переехали в Юсеф-Алан. История такова, что у папы был предшественник, сын, который трагически умер в этой деревне, потому что дедушка, он еще занимался стройкой, потому что все свои дома он строил сам. Даже в Казани потом он построил около 11 домов своими руками. И в деревне случилась трагедия. Его предшественника папы тоже звали Тавель, и он погиб, на него прокинула дверь во время стройки. Поэтому папа, конечно, был вторым ребенком, и его тоже назвали Тавиль. На этот раз, конечно, судьба оказалась благосклонна. Еще момент такой хочется сказать, что очень важно о прадедах сказать. Вот эта фотография, это Гыниятулла Бабай, это мой дед уже в Казани, в молодом возрасте, в таком среднем возрасте, скажем так. Где только он не работал. Он работал и приказчиком там, и на стройках, и продавцом, потому что приходилось выживать. Жизнь была крайне сложной, и приходилось просто изворачиваться как можно. Вот этот портрет сделанный папой, это уже Хаджи Ахмед Бабай, это отец Гыниятуллы, фактически мой прадед. Портрет сделан в преклонном возрасте. Они переезжают тоже в город. Год смерти, к сожалению, я не знаю, но вот такой вот образ сохранился. Это фотографии его. Можно сравнить вот фотографию. Это уже более старший период, он уже старик. Здесь чуть помоложе. И характер был настолько жесткий у него, что он был батыром на сабантуях. Ему не было равных. И отец вспоминал, как уже в Казани один из его братьев, который пришел из армии, Дусава его звали, да, и он начал бахвалиться как раз перед ним своими мускулами, которыми он накачал в армии. И тут прадед взял его за пояс и грохнул об пол. То есть вот это был такой характер, бескомпромиссный, и в чем-то, наверное, такая жесткость, она передалась и папе, потому что он в достижении своих целей, конечно, явно что-то унаследовал. Вот это очень интересный набросок. Я могу ошибаться, но, насколько я помню, папа вроде говорил, что вот этот набросок сделан уже в 50-е, 60-е годы углем на бумаге. Это дом прадеда. Вернее, это дом, в котором они жили то ли в Юсеф-Алан, то ли в Теньках, в Тенаки. Он уникальный, именно поэтому он его зарисовал, и поэтому можно увидеть примерно... Я сам часто был в Сабах и в Сабинском районе, вот там вот на нижнем наброске хорошо видно характер рельефа. Это холмы, это речка, которая прорезала, значит, съедая эти холмы, она образовывала обрывы, и там постоянно паслись утки и гуси. Такое очень колоритное место. Собственно говоря, жизнь в Казани это было испытанием, потому что давайте я вот так открою одну работу, хотя это, конечно, уже 59-й год, это фактически время поступления в институт.
Что можно сказать и что может быть вам интересным? В Казани это было просто какой-то квест по выживанию, потому что деду было запрещено заниматься ювелирным искусством, потому что работать с золотом, серебром было запрещено. Дед постоянно переезжал с места на место, строя дома своими руками, срубы. Последний дом на улице Максимова он построил из кирпича вместе с сыновьями. Сыновей было много, 2 дочери, и они собственноручно построили дом. Притом, где бы он ни жил, милиция постоянно вела за ним наблюдение. Ночью под окнами дежурил милиционер, который старался поймать звук молотка ювелирного во время чеканки. Поэтому, по воспоминаниям папы, он устраивал дома таким образом, что, зайдя в дом, невозможно было обнаружить мастерскую. Это была такая потайная комната, которая очень хитро была устроена, и это вот выручало. Но в итоге получился конфуз, потому что милиционер, который уснул под окном ночью, возвращающийся из клуба «Молодежь», просто избило жестко. И на следующий день деда, ну, его затаскали в милицию. Его просто замучили. И когда выяснили, конечно, что он к этому не причастен, то его отпустили. Жизнь была очень колоритная. Он вспоминал, вот я пока работы не показываю, потому что мне важно понять, в каких условиях он рос. Это буквально 5 минут. Они жили в частном секторе, и они были вынуждены где-то работать, держали коров, и каждое утро папа вынужден был идти продавать молоко. И вот он вспоминал, в этом частном секторе они подходили к городу, постоянно вот эти крики кому молока», это у него на всю жизнь запомнилось. Притом они были босоногими, потому что возраст был маленький еще. Вот. И особенно осенью, когда было очень холодно, вот так как там был частный сектор и было стадо, уходя, оставляло за собой лепешки, и они грели ноги вот в этих лепешках. То есть вот те условия, в которых, собственно говоря, искусством-то некогда было заниматься. Притом у него бывает же вот, как в фильмах показывают иногда, люди, вернувшиеся с военных конфликтов, они там постоянно нервничают, просыпаются, у них перед глазами возникают вот эти вот кадры экстремальных ситуаций. И папа всегда, вот, скажем так, из детства стремление к искусству проявляло себя в том, что вот в детстве, когда я дома рисовал на бумаге, я полностью не заполнял эту бумагу. Где-то уголок оставался белым, оборот вообще не использовался. Я его выбрасывал его. Я вот запомнил момент, когда папа подошел ко мне, вынул этот лист бумаги из мусорного ведра и сказал: «Если бы в детстве у меня была вот эта бумага, я бы на ней пустого места не оставил». То есть это вот говорит о том, что вот его даже наброски, вот здесь, например, это 59-й год, они сделаны всегда на крафтовой какой-то оберточной бумаге, на картонке. И он просто рисовал повсюду, где была вот только возможность. Вспоминал он праздники, особенно первомайские. Любимое занятие это было идти на Первомай и собирать фанерных голубей, которые там в огромных количествах выбрасывались после этого мероприятия. И вот этих фанерных голубей они прибивали потом к воротам. Интересные были взаимоотношения между соседями и вообще взаимоотношения деда и сына, вот его как бы отца и сына, скажем так, моего деда, они проявлялись в таких очень интересных как бы фрагментах жизни. Папа вспоминал, что у них на улице был один парень, который, ну, всех терроризировал просто. Он был старше, сильнее, и куда бы молодежь не ходила, то есть маленькие ребята не ходили, он всегда там их бил. И папа вспоминал такую историю уникальную, когда дед занимается уборкой двора, по улице бежит папа, за ним бежит этот парень, не помню, как его зовут. Дед увидел эту ситуацию, и когда мой папа подбегал к воротам, он открыл ворота, папа залетает во двор, за ним забегает его преследователь, дед захлопывает ворота и начинает избивать его, значит, метлой. И вот он всю жизнь вспоминал этот случай, когда этот парень, он был мишарин, мишарская семья была, и он кричал по двору и орал: «Гениатабы! Гениатабы!» истерически пытаясь избежать, значит, порки. Не знаю, как потом сложилось взаимоотношения между детьми, вот подростками, но этот случай, он какой-то очень такой знаковый. Что происходит дальше? Папа пытается поступить в училище. Его выбор уже был определен, то есть искусство его интересовало, хотя дед настаивал на том, чтобы папа занялся чем-то более, ну, серьезным в кавычках.
То есть поступил в какое-то реальное училище там или, ну, выбрал себе профессию более трудовую. Папа с первого раза не поступил в училище, конечно, потому что подготовки не было. Год он ходил, если я не ошибаюсь, по-моему, в третью школу на подготовительные курсы. Великолепно поступил в училище. Вот как раз 59-й год, это уже, наверное, чуть попозже я покажу, а вот этот период училищный интересен чем? Есть ряд работ. Ну, во-первых, в училище ему повезло с тем, что там был прекрасный педагогический коллектив, который большинство вообще в Казани были, как они называют, не репатрианты, а те, кто вернулся в Россию из Шанхая. И вы знаете, и Лунстрома оркестр тогда вот как раз в Казань приехал. И из художников я Подгурского помню, и еще кто-то, дай бог памяти, только вот не могу вспомнить. Он как раз попал к ним. И это была потрясающая школа, потому что она позволила ему потом и в институт поступить просто блестяще. И вот с этого периода у него сохранилось несколько работ, несколько этюдов. Портрет девочки, например, это вот училище, это масло. Это пока вот такого рода, видимо, с летней практики или, может быть, домашний этюд. Вот так одевались школьники в те времена. Была униформа. Вот портреты тех лет. Это автопортрет. Автопортретов, на самом деле, у него много. Это вот портрет матери, Шамсунур. Ну вот она тоже часто ему позировала. Вот его автопортрет маслом. То есть это такая крепкая очень лепка формы, бескомпромиссная. Вообще, что у папы было примечательно, у него было бескомпромиссное отношение к профессионализму. Он терпеть не мог дилетантизма и любительщины. То есть для него всегда школа, форма, анатомия, она была базовым критерием вплоть ну, до самых старших его лет уже. Вот портрет тоже матери, такой незаконченный этюд на холсте. Вот акварельный этюд. Это Григорий Дадай, это сосед папы по улице. Такой был тоже Крашен Куарта, крещеный татарин Григорий. Очень колоритный типаж. Обратите внимание, насколько остро он подмечал характер и передавал образ. То есть схватывал самые типичные. Вообще портреты — это одно из очень сильных его таких видов искусства. Это, насколько я помню, это Туктар. Вообще Туктар — это в Сабинском районе одна из деревень, где я вот все детство провел, именно Туктар. Это недалеко от деревни деда и недалеко от деревни Исафалан. И тут улицы. То есть можно видеть уже, что в училище, насколько крепкая у него была школа, владение композицией, владение рисунком. Никакой такой здесь, никакого слабого рисунка мы здесь не увидим. И очень важная деталь, что я хочу показать. Сохранились этюды и вот две, в частности, работы подготовительные. Это к диплому папы, которая называлась «Работы в поле», «Сенокос». Это вот этюд одной из фигур к диплому, а вот это как бы сам эскиз к диплому. Сам диплом, насколько я помню, вот папа говорил, он был передан в одну из республик Поволжья, то ли в Йошкар-Олу, то ли... Вот сейчас мне сложно сказать, потому что это было очень давно. Он был настолько уникальный, ну, настолько качественный, что его в рамках обмена работами его передали в другую республику. Как его найти, конечно, это отдельная тема. Поэтому вот училищный период можно охарактеризовать вот так. Ну, вот этот набросок, который вы уже видели, это 59-й год. Тоже примерно можно увидеть технику. Она такая живописного плана, очень такая живая. По времени это время обучения в институте у папы — это 58-64 годы. 59-й, вот здесь в уголке справа внизу дата, это, видимо, первый курс или время поступления. Сложно сказать. Тоже чудом сохранившийся на такой плохой бумаге. Теперь перейдем к институту. Институтский период. Вообще институтский период, он очень яркий вообще по насыщенным событиям, потому что папа учился тоже у уникальных педагогов. Это, в частности, Пахомов Алексей Федорович, знаменитый советский вообще художник, автор детских книг. Он учился у Рудакова, знаменитого художника, который иллюстрировал французскую классику в том числе. И вообще с папой
параллельно или младше, или старше учились уникальные художники. В частности, допустим, Майофис. Это вообще гениальный художник, гениальный иллюстратор. Насколько я помню, он был младше на год. Сейчас он живет в Америке. Особенный такой вот момент. С папой на одном курсе учился Михаил Михайлович Герасимов. Это тоже знаменитый художник, график, живописец, который после окончания института был направлен в Италию на стажировку. Они были просто не разлей вода друзьями. Немножко заходя тоже вперед, значит, нужно сказать несколько слов о моменте поступления в институт. Значит, папа едет в институт, блестяще сдает экзамены и возвращается в Казань. Была такая практика раньше, в наше время ее уже не было. Вот я не помню такого, чтобы меня особо приглашали отдельно. Учеба начиналась в октябре, ну, как и сейчас. И обычно по месту проживания присылали справку, что такой-то, такой-то, вы действительно там зачислены на первый курс, и мы приглашаем вас к началу учебного сезона. И папе почему-то не пришла эта справка. Время идет, уже октябрь начался, ни слуху, ни духу. Его отец уже начал сомневаться, начал говорить: сыну, а ты действительно сдал экзамены? По-моему, ты меня обманываешь. Вообще у деда всегда было такое недоверие и желание проверить отца. Я немножко тоже забегу вперед. Даже во время обучения в институте дед проверял знания отца, потому что во время войны дед работал на авиационном заводе в Казани. Вообще он тоже был особый такой кадр, тот еще, потому что во время войны там были жесткие условия, был план, и если этот план не выполнялся, то всю бригаду отправляли на фронт, если они не собирали самолет. И у него было какое-то открытие, так как он был ювелиром, он сделал какое-то открытие по то ли сварке алюминия, то ли по его обработке, которое было внедрено в процесс, и использовалось в технологическом процессе. И каждый раз, так как он был там начальником бригады, после выпуска каждого самолета бригада качала его на руках, благодаря, что спасибо, ты нас, типа, мы справились. И когда отец учился уже в институте, дед, он был хитрый, и он пытался поймать отца на каких-то нюансах. А один раз он спросил отца, у него на авиационном заводе был знакомый, соответственно, по профессии был связан чертежник, и он спросил у этого чертежника: скажи мне какой-то хитрый вопрос, который я могу задать сыну, чтобы проверить, он вообще учится там или не учится, вообще он знает что-нибудь или не знает. А тот сказал: спроси у него, что такое перспектива. Дед, значит, идет домой такой, говорит: сын, иди сюда, значит, давай, значит, садись, надо серьезно поговорить. А вот расскажи-ка мне, а что такое перспектива? Он, конечно, ожидал увидеть поникшее лицо и растерянность, бормотание. А папа ему все разложил, потому что перспектива — это один из предметов, и для деда это, конечно, была вершина вообще такого, откровения, потому что он действительно поверил, что сын, где-то пропадая в Питере, а тогда в Ленинграде, действительно, что-то умеет и что-то знает. И вот как раз здесь показаны вступительные экзамены. Обратите внимание, то есть это такой уровень, которого в институте вообще студенты, которые учились в институте и присутствовали там на этих обходах и на учебных просмотрах, и заходили на экзаменах, они не могли понять, как так, откуда такая база, откуда такая школа, потому что акварелью даже в институте редко у кого так получалось. Вот здесь видна полуфигура, и снова возвращаясь к началу, почему-то не пришла справка, которая приглашала его на обучение. Папа едет в институт, и выясняется, что его отчислили. Такая потрясающая история совершенно, уникальная такая, даже не уникальная, не знаю. То есть на его место взяли другого человека. Наверное, подумали, что папа там из какой-то глухой деревни, значит, из какой-то Казани. Пока не разберутся, пока там он, может быть, еще и ничего и не скажет. И папа фактически за пару месяцев поднимает там ураган по всем фронтам. Вот опять-таки это говорит о многое о характере. Он, насколько там было судебное разбирательство, не знаю, но ему удается записаться в приемник Фурцевой. Вообще, чтобы понимать, кто такая Фурцева, это вообще как
греческой богини там на Олимпе, понимаете, она была в то время, 58-е годы, она была секретарем ЦК КПСС. Только в 60-м году она начинает иметь отношение к культуре, потому что ее назначают министром культуры в 60-м году, по-моему. И он добивается приема у Фурцевой и добивается, справедливости этого коменданта. А получается, что комендант общежития, в котором он жил во время экзаменов, написала донос, не донос, а заявление в ректорат, что такой-то, такой-то во время поступления дебоширил там, плохо себя вел, поэтому давайте мы его отчислим. Хотя уж более аккуратного человека, чем отец, который там жаждал поступить, и у него и в мыслях не было создавать какие-то проблемы. И вот он буквально за 2 месяца, с октября-ноября, остается декабрь, и там сессия январь, по-моему, он добивается восстановления. И этого коменданта смещают, и он буквально за 1,5 месяца догоняет программу и на отлично заканчивает первое полугодие. То есть это вот опять-таки многое говорит о человеке. И любимая фраза отца была, он всегда мне ее вдалбливал: "Талант всегда найдет себе дорогу". Притом я относился к этой фразе настолько своеобразно, потому что мне казалось, что для этого надо быть талантом. То есть, хорошо, там, он найдет себе дорогу, но для этого надо быть талантом, а талант ли ты, черт его знает, потому что еще ничего не умеешь. Но вот это была у него любимая фраза. В институте запомнилось что из его воспоминаний? Это дружба с Михаилом Михайловичем Герасимовым, которая была просто, они были не разлей вода. А вообще можно показать здесь несколько работ тоже из этого периода, установки, которые были в то время в институте. Файлы большого размера, поэтому долго открываются. Вот примерно, вообще это такой стиль был характерен для этого периода. Там, в принципе, если сейчас зайти на какие-то страницы ВКонтакте, страницы Академии художеств, то примерно вот такая была школа. Он в этом плане мало выделялся, но вот лепка формы, характер вот такого типа, вот этого старика на сайте Академии я видел еще у других студентов того времени. Архивные работы там выставляются. Такой колоритный персонаж. Вот этого тоже старик очень знаменитый. То есть акварель для него была одной из любимых техник. Маслом он владел великолепно, но акварелист был выдающийся тоже. Вот здесь можно увидеть его студенческие работы. Сохранилось несколько этюдов с летней практики. Это Пушкинские горы. Здесь мало что изменилось с его времени, потому что в 89 году, когда мы там были на практике тоже, мы видели то же самое буквально. Это как раз из комплекса Пушкиногорья. Вот тоже очень знаменитое место. Это знаменитая избушка, где жила вот эта женщина или его няня. Сейчас не могу вспомнить. Вот его, обратите внимание, насколько романтично и красиво передается состояние природы. Тоже акварель. Это Рижское взморье, практика на побережье. Всегда очень выразительная композиция, всегда очень выразительное состояние природы. То есть меня всегда вот восхищало вот это композиционное решение здесь очень монументальное. Это практика в Прибалтике. Это разные года. Соответственно, каждый год студенты ездили, как правило, в одно место. Это уже темпера. Но здесь смешанная техника. Небо такое, оно как бы акварельнистое, а здесь уже темпера. Казеино-масляная темпера притом была. Тоже Рижское взморье. Вот очень своеобразный такой под настроение пейзаж. То же самое. Да, обратите внимание на выразительность композиции. То есть он и меня всегда учил, вот то, что ты делаешь, должно быть пятно. Вот это пятно, профессиональный термин, у него везде, вот посмотрите на его работы, это везде пятно, то есть композиционный центр. Не должно быть путаницы, не должно быть смешивания силуэтов, которые мешают восприятию. То есть на расстоянии, хотя это не живописная картина, но на расстоянии эта цельность должна сохраняться. И в этюдах мы это видим. Такой вот небольшой этюд у него. Может быть, это училище, я боюсь сейчас по времени сказать. Вот кратковременный этюд. Следующий момент
Это специализация. Есть учебный процесс. Это, кстати говоря, наверное, здесь учебный рисунок тоже, может быть, вам будет интересен, хотя он достаточно это такая сухая отрасль. Но вот, в частности, вот Экарше знаменитая, которую студенты штудируют, как правило, и в училище, и в институте. То есть очень такой живой подход, живой штрих. Это постановки. Это 57-й год. Это, наверное, это, скорее всего, 5-й курс уже, потому что вот 58-й год у него, да, 58-й год дипломный, а это у него предпоследний год перед завершением. Это задание на 2 поворота, стандартное, то есть один натурщик позирует, обычно на одном листе это рисует, а здесь как бы две разные, сделано двумя разными работами. Вот обратите внимание, насколько сложная моделировка формы. Ну и цельность, опять-таки, цельность света, цельность тени. Тоже этот Гудон, очень знаменитая фигура. В детстве я восхищался этой работой. Тоже, когда учился еще в училище, постоянно смотрел. И здесь меня привлекала культура штриха. Вот. Штрих, который используется на фигуре или на фоне. Это вот учебный рисунок. Следующий момент — это специализация, который уже является как бы одним шагом в профессию. В институте существует на 3-м курсе выбор мастерской. Или человек идет, или студент идет в станковую графику, или в книжную графику. Папа выбрал книжную графику, и учился вот он как раз, я хочу показать, тем, у кого он учился. Вот Рудаков, он был знаменит вот этими своими знаменитыми литографиями. В частности, вот эти литографии были подарены отцу, и он сохранял их в память о годах учебы. Особенно характерны у него к Наташе Гончаровой, к русской классике, к Толстому иллюстрация и вот такого рода литографии скорее всего, это не иллюстрация, это даже более ранее. Там, видите, стоит более ранняя дата. Это вообще очень старая работа, 34 года, но она была подарена отцу, хотя папа учился в 60-х годах. Тоже Рудаков. Это литография на камне. Это такой огромный блок. Он шлифуется, камень. На нем специальными жировыми мелками рисуется рисунок. Он получается зеркальным в итоге. И на нем как бы надо стараться не делать ошибок. В институте все, как правило, проходят практику, проходится афорт, литография, ксилография. И вот как раз эти работы были подарены ему Рудакову. Вот знаменитый тоже рудаковский стиль. Это уже не жировым мелком, а на литографии существует литографская тушь. На камне рисуют тушью и кистью. Это как раз пример работы литографской тушь. И, к сожалению, Пахомова у меня примеров нет, но я думаю, что вы о нем слышали. Это знаменитое его «Что такое хорошо, что такое плохо», о милиционере. Вот эта эпоха, она там много ярчайших примеров тоже такого. Рисунок углем, карандашом. Папа, в принципе, очень много взял именно от них. Это крепкий реалистический рисунок, очень характерные персонажи. Кстати говоря, вот здесь с ангиной хочу показать вам. Когда я делал сканы, я старался делать их хорошего качества. Вот, а при подготовке этот уникальный человек, который жил в одной комнате с папой, это албанец. Звали его Зев Шоши. Зев Шоши — колоритнейший типаж. Они с папой подрались по какой-то причине. Вот тогда пришлось подраться, потому что он был, ну, в общем-то, потом его забрали обратно в Албанию, потому что он оказался больным человеком, к сожалению, психически. Но вот папе пришлось испытать его ярость. И вот в общежитии он однажды сделал его портрет. Такой тоже очень деталь, которая, может быть, много что-то говорит о человеке. И вот переходим к тематике специализация. Особенно вот мне хочется сделать акцент на афорте. Афорт у папы вообще тоже... У меня вообще было всегда ощущение, что все, что он не делал, ему давалось с лету. Потому что все, за что он не брался, у него выглядело очень профессионально. И вообще, для того, чтобы представить, что это такое, это гравюра на металле, сделанная, и там ошибка вообще недопустима. Это фактически быстрый набросок с натуры. Исаакий, и хорошо видно техника афорта. Это когда печатается на влажной бумаге, афорта вставляет отпечаток по краям. Видите? Такой вот с завальцованными краями. Почему с завальцованными? С завальцованными полукруглыми, потому что когда печатаешь афорт с острыми углами, он рвет бумагу.
Поэтому при подготовке доски обычно края сглаживают, и этого удается избежать. Вот, пожалуйста, тоже постановка. Притом папа всегда тяготел, он любил очень Франциско Гойю. Вообще у него любимый художник, артист — это был Гойя. И особенно его серия «Капричос». Одно из любимых произведений. Это был, который и мне запомнился на всю жизнь. Это сон разума, рождающий чудовищ. Он меня тогда уже потрясла эта работа. Если будет возможность у вас посмотреть, посмотрите. Это вообще гениальные вещи. И поэтому в его технике афорта это заметно влияние Гойи. Вот набросок, тоже афорт. Постановка. Тут, как бы, понимаете, нет ощущения учебности. Это уже творческие работы. Вот за все, что он не брался, у него какой-то получался очень законченный конечный вариант. Вот человек, похожий всегда был для меня на Петра I почему-то, но, может быть, это женщина. Сложно сказать, что это. Может быть, все таки не Петербург, это может быть Рижское взморье тоже. По результатам летней практики сложно сказать, но очевидно, что это тоже именно натурный набросок такой. Человек в плаще. Самое сложное в этой технике — правильно определить травление, время травления. Когда на загрунтованной доске, а, царапаешь иглой, а потом это опускается в кислоту, время травления определяет глубину. Там, где процарапано иглой, металл травится, начинает проваливаться, и если, ну, и в результате потом в него втирается краска, и она потом, при печати на бумаге переходит на бумагу. И вот если ошибиться с временем травления, э, линии могут разъедаться, вот этот лак, он может разъедаться, и штрихи могут начать сливаться друг с другом. И особенное мастерство афортиста заключается в том, чтобы правильно определить время травления, потому что перетравить потом уже невозможно. И, вот, гениальная совершенно набережная реки Невы — это просто один из шедевральных афортов по настроению, по, умению работать штрихом, по формированию глубины пространства, когда там облака и дома сливаются, и это просто, ну, оно и живописно одновременно, и графично, и опять очень композиционно. Это вот меззатинта — тоже особая техника в афорте, когда особым методом обрабатывается доска таким образом, что при печати она получается в виде точек травления. И здесь мы видим прям вообще солнечный свет. Опять-таки импровизация, быстрый набросок. А в афорте это добиться очень сложно. Это тоже вот афорт. Эта работа интересна тем, что тоже афорт, и во время обучения это было одно из учебных заданий, композиция — это Муса Джалиль. Папа тогда еще не знал всех нюансов и особенностей пребывания Муса Джалиля в моабитской тюрьме, поэтому здесь идет вольный образ. Он здесь показан именно как на каких-то работах в таком импровизированном как бы концлагере, но здесь особенно мощно можно увидеть, он всегда восхищался этой своей работой тем, что это идет очень глубокое травление с очень жирными линиями, которые в итоге они начали работать именно на образ. Это иллюстрация к казакам Толстого, это копия учебная тоже, там надо было делать копии, это копия с Гои. Это Михаил Михайлович Герасимов. Они делали портреты друг друга, и вот Михаил Михайлович сидит на подоконнике, это литография, портрет натурщика. Это потрясающая работа. Это после череповецкого практики на Череповецком металлургическом комбинате. Это как раз афорт с глубоким травлением. Это одна из шедевральных вещей. Вот здесь хочется обратить внимание вообще на подачу, на пятна, на пятно, на силуэты. Ну, то есть это вообще просто шедевр. Так, ну, практика и галопом по Европам. Практика, в практике, во-первых, практика — это Пушкинские горы. Это, как правило, первый курс, второй курс. Пушкинские горы — это первый курс, и так далее уже по другим городам и весям. Была очень примечательная история, по Михаилу Михайловичем Герасимовым. Они всегда на практику ездили вместе. И одна из запоминающихся практик, которую он вспоминал всю свою жизнь и которую, ну, то есть, папу там, в принципе, тоже чуть ли не качали на руках после этой практики, потому что Михаил Михайлович Герасимов тоже, когда рассказал, что с ними произошло, там буквально их качали на руках, что они вернулись живыми и здоровыми. Это была практика в Среднюю Азию,
Притом здесь работ очень мало. Вот это просто сохранившийся институт, это Узбекистан. Они проезжали как раз по этой территории. В итоге, они заехали в Таджикистан на плато Памира. Их настолько все интересовало, они делали этюды, рисунки. Они пристали к одной театральной труппе, у которой был грузовик, то есть у них был там, декорации. Вот они ездили как по каким-то военным частям, устраивали там представления, концерты, ну, у них были официальные на это разрешения. Папа с дядей Мишей, они их укрыли в кузове брезентом, и они проехали все эти посты вместе с ними, как там, как скарб. И в итоге они оказались, чуть ли не на границе с Афганистаном, и, артисты вдруг исчезли, они уехали, а эти двое несчастных студентов остались. И вот когда они решили, что пора возвращаться, их на одном из постов останавливают, и происходит такая история. Их начинают склонять к тому, чтобы они подписали признание, что они нарушили государственную границу. Притом это было в такой жесткой форме. Там, был майор, который вот это буквально была такая сцена. Он описывал, что они сидели в комнате за столом. С одной стороны дядя Михаил Михайлович Герасимов, с одной стороны, значит, папа. И майор, значит, постоянно: "Вы обязаны подписать, мы вас не выпустим, вы будете сидеть в тюрьме". И Михаил Михайлович, как более мягкий человек, он ручкой тянулся, значит, чтобы поставить там что-то, ну, потому что уже сил не было, настолько было сильное давление. И отец пинал его ногой под столом, говорит: "Что ты делаешь?" И так и получилось, что их не уговорили. Притом была вторая фаза попытки, как это, не диверсия, не шантаж, Провокация. провокация, да. Была провокация, когда, там в части был один, казахский капитан, по-моему, команда была очень разношерстная, и он в одном из переходов в коридоре, папе, стал совать пистолет. "Убей", говорит, "его этого, майор", говорит. Мы, говорит, ему замучил. Вот из чистой воды провокация. И он отшатнулся от него и говорит: "Ни в коем случае там, да вообще ко мне больше не подходите". То есть вот это показывает вообще состояние, вот этого большого союза. Казалось бы, границ никаких нет, но, это показывает состояние вообще этих границ, разрешенных и так далее зон. Что получается в итоге? Их держали, и было понятно, у них документы все были на руках, формальной придирки не было, их заставили оформлять всю военную часть. То есть для них поездка на практику затянулась чуть ли не на все лето. Им пришлось в этой части сделать оформление, наглядную агитацию, плакаты там, портреты Ленина, там, этого Суворова еще. Они просто, у них не осталось сил. Ну и в итоге их отпустили. Ну и сказали: "Проедете, там еще вот будут посты, вас пропустят". Они подъезжают к следующему посту со своими, значит, этюдниками и так далее. Их останавливают. Они говорят: "Ну, вам должны были позвонить". А те говорят: "Нет, нам никто не звонил". "Ну как?" Говорит, "Вот же все уже решено, вот документы". "Ну вот что, у нас тоже, говорит, оформлять надо, давайте". Их три-четыре части, которые их заставили там отработать, понимаете? И вот когда они приехали уже в институт, их встретили овациями, потому что все эти подробности, они шокировали вообще весь факультет. Поэтому вот, здесь буквально две-три работы. Это вот Узбекистан и Пушкинские горы. Это, "Темный соус". Эти ели застал еще я, они ничем не изменились, с тех времен. И опять-таки хорошо видна техника очень, которая характерна для папы. Кстати, вот, я раньше показал портрет, Михаила Михайловича Герасимова, а это сделан отцом. А это портрет отца, сделан Михаилом Михайловичем Герасимовым. Здесь папа изображен, сейчас должно открыться, он изображен, в работе над ксилографией. Такой тоже быстрый набросок. Ксилография — это самшитовая доска. Вообще-то есть два вида ксилографии. Есть на продольном дереве, как у японцев, например, было принято. Ну, она и в Европе была продольная гравюра, но, у японцев это особенно как бы примечательно. И вот ксилография на маленьких дощечках самшитовых, резцом вырезались, штрихи, и потом это печаталось. Здесь как раз папа изображен в этот момент, в этом моменте. Быстренько по гравюрам тоже, обратите внимание, вот это уже, скажем, специализация у него была именно по гравюре на дереве. Обратите внимание, что это совершенно другая уже техника. Сейчас откроется.
Гравюра на продольном дереве, она, как правило, более живописная. Вот это автопортрет папы на продольном дереве. А может быть, это даже линолеум, потому что техники очень похожие, но, скорее всего, это все-таки вроде как дерево, судя по отпечаткам на краях. Это вот такой лирический автопортрет. Это уже не афорт и не литография. Это более поздняя работа, видимо, сделана уже после института, потому что он здесь более старшего возраста такое. Но вообще вот этот стиль, если вы видели, может быть, или интересовались, вообще немецкая гравюра, вот особенно эпохи Веймарской республики, после модерна эпоха, вот такой суровый стиль, он идет от, может быть, такой, знаете, вот прибалтийский стиль, прибалтийская гравюра, особенно в советское время, а, отличалась такой скупостью, она была близка очень папе, вот эта скупость стиля. Это ксилография, это очень такой тонкий резец, учебная постановка по овладению материалом. Это иллюстрация Шевченко. Это к Шевченко, к какому-то произведению. Обратите внимание на то, как художник владеет материалом, создавая образ, во-первых, самой ситуации и освещение, как он работает с освещением. Это знаменитый кадр, который многие художники используют в Петербурге. Зимняя канавка, там прям готовый кадр получается, арка, мостик и Петропавловка. Он тоже вот изобразил это. Тоже гравюра на дереве. Это, по-моему, портрет студента, это, по-моему, Михаил Михайлович, если не ошибаюсь, тоже гравюра на продольном дереве. Портрет девушки, 62-й год. Это, наверное, курс 4, судя по дате указанной. Здесь именно буквально видна вот эта техника, она очень скупая. Здесь, конечно, надо уметь работать линией, пятном. А, Ну, вообще, это была и моя специализация. Я именно по стопам папы пошел в этом плане. И гравюра на дереве меня тоже очень увлекала. Очень важно показать вам учебную работу, так как он выбрал специализацию книжной графики, хочется показать именно учебную работу, где они сами выбирали тему, и вот эта знаменитая сказка «Салам Тархан», здесь вот, значит, ощущение, что это, конечно, гуашь, здесь явно гуашь, здесь тоже гуашь, но часть сделана в литографии, отдельная там обложка, по-моему, она сделана в литографской технике. Обратите внимание на вообще на выразительность подачи, на кадр, на то, как человек создает как бы разные миры. Какой-то дополнительный материал выводится в таком вот нейтральном плане. Главный момент, вот эта знаменитая сцена, помните, ну, она, в принципе, идет, напоминает сцену, как в «Кот в сапогах», когда персонаж сидит в озере, а кот его, значит, там говорит, вот он, царевич там у нас. А здесь как бы в этой роли выступает лиса. Обратите опять-таки внимание, да, на композиционные приемы, на образы. Эта сцена мне всегда напоминала сцену из «Пиратов Карибского моря», когда они похищают сейф, и на котором на конях тащат его по городу, а наверху сидит Джек Воробей. Опять-таки разворотная иллюстрация, гуашь. Опять-таки образы, характеры, карикатурность вот эта, которая характерна для сказок. Вот это похоже на литографию по технике. Вот справа, особенно вверху, видна эта техника литографии, печать на камне. Это это уже не гуашь. Опять-таки выразительность персонажей, отобранность образов, портретов. Ну и обложка. Обложка — это гуашь, конечно. Это 61 год. Так, третий курс, учебная постановка. Кстати, вот знаменитые, к сожалению, порванные фотографии, только фрагмент сохранился. Это папа в учебной мастерской в перерыве между, ну, на перемене с натурщиком. То есть он тоже оделся, там из натюрмортного фонда обычно выписывают эти костюмы, одевают в них натурщиков. Вот справа папа, слева натурщик. Они оба вот таких вот офицерских, как бы, с галунами вот этих костюмах. Такая сценка. И у папы накладные усы, конечно, накладная борода. Вот такие вот у них, такая, ну, передает атмосферу очень хорошо. Так, теперь давайте диплом. Диплом, института, он был связан, с гравюрой, конечно же, и, Ибрагимов «Безнекеннер», «Наши дни», произведение Ибрагимова, революционная тематика. А, Он проходит очень большой подготовительный материал. Вот это пока открывается основной файл, значит, вот эти вот наброски, они делались
в Ленинской библиотеке. Все лето он собирал материал, зарисовывал костюмы, образы. А, Они не все пригодились в дипломе, но это показывает вообще отношение художника, студента, ну, в плане подбора материала. Было сделано очень много набросков. Это в основном, конечно, фотографии, фотоматериал. Как люди одевались, какие были колфаки, какие были нравы, какая была мода. Поэтому вот это как бы вот, ну, такой подготовительный материал. Притом папа все знал. Мало того, что он еще застал классическую татарскую деревню, знал, как одеваются лапти, как они подвязываются, потому что есть разница, как подвязываются татарские лапти и русские лапти, которые сейчас художники не знают. И для них всегда вот это вот крест-накрест идет завязанный лапоть. Такая идет в современности стандартизация материала, потому что когда в гугле забиваешь лапоть, там выходит, как правило, там десятка наиболее часто используемых картинок, и они стали уже тиражироваться миллиардами, и уникальность, на самом деле, культуры, она нивелируется во многом из-за этого. И вот чудом сохранившаяся обрезная гравюра, э, это гравюра на дереве, это его диплом. Опять-таки, обратите внимание на владение пятном, характерами и на выбор наиболее подходящей техники для данного произведения. Безнекеннар — это титульный лист. Вот этот титульный лист, это, ну, сложно сказать, тоже часть какой-то... на обложку это не похоже, но, может быть, шмус-титул какой-то внутри книги. Вот. Диплом у него, конечно, был с отличием, и пока вот открывается, я буквально перейду в следующий этап. Это уже Казань. Когда он возвращается в Казань, опять жизнь ставит ему следующее испытание. Потому что вообще, что характерно для института и для тех, кто заканчивает институт в те времена и в наши дни? В наши дни существует такая как бы поговорка «институт — отсрочка от безработицы». Это современная трактовка, это современный подход. На самом деле, люди, которые сейчас заканчивают институт, особенно, допустим, в книжной графике, очень трудно найти работу стабильную, чтобы только заниматься любимым делом, допустим, оформлять книги. Поэтому многие художники ищут где-то на стороне, за рубежом, в столичных издательствах, потому что в городе заказов в таком количестве быть не может. В те времена список, книг, даже вот по этим вот работам можно посмотреть, он был огромным. И главное, чтобы ты умел что-то сделать. И когда ты входил в это дело, то заказы шли один за другим, потому что папа всю свою жизнь занимался вот оформлением книг. К нему обращались, потому что он был, можно сказать, даже, ну, не единственным в этой области, но наиболее, ну, скажем так, имеющим опыт и, конечно, делающим уникальные вещи. Так вот, когда он приехал в Казань, он, конечно, по инерции пошел в союз художников и сказал: вот я такой красивый, молодой, мне нужна работа. А в те времена как бы в союзе и в таткнигиздате работали, в принципе, люди одного круга, родственники, назовем так. И ему, что папе показалось особенно таким дискомфортным, ему посоветовали уехать в Киров. В Киров. Сказали: вот там молодой союз художников, там, значит, молодые художники, они, значит, поднимаются на ноги, вот там ты развернешься. А папа сказал: ну я же вообще-то отсюда, мне как бы вот интересно, у него вот диплом такой, без НКНР. Почему я в Киев должен ехать? Почему вам самим туда, может быть, не поехать? Вы же не поехали туда? Потом он идет в Таткинигоиздат, там тоже выясняется, что заказы распределены, свой круг, и пробиться очень сложно, потому что у него такого опыта еще тогда не было. Ему надо было с чего-то начинать. И вот как говорил, всегда вспоминаю эту фразу Жванецкого, настало время определить себя в пространстве. Вообще, что тебе надо, что ты хочешь, что ты можешь. И он буквально пошел в издательство газеты «Яш Ленинича», «Молодой ленинец», и за мизерную зарплату устроился там редакционным художником. Работа как таковая там была очень такая относительная, потому что для журналов иллюстрации делались крайне в таком небольшом количестве, и оформления там как такового не было. Но тем не менее, это вот всегда напоминает мне историю Уолта Диснея, который в начале своей карьеры тоже пришел в одну из студий и сказал: дайте мне стол, и я просто буду работать у вас, пока не за зарплату.
а потом, если пойдет, то я как бы начну получать зарплату. У папы была похожая ситуация. И папа начинает свою уже карьеру в Казани. Потихоньку он подтягивается к другим журналам. Это «Ялкын». Вся его жизнь была связана с иллюстрациями «Ялкын». Притом предпоследняя обложка, предпоследняя страница «Ялкына» традиционно всегда выполнялась папой. Это сказки, сказки народов мира. У них их сотни, и наверняка старшее поколение или среднее поколение, которое выписывало эти журналы, оно имело возможность буквально коллекционировать даже эти сказки. Каждая сказка посвящалась какому-то народу. Чукотские сказки, якутские сказки, казахские сказки, немецкие сказки, то есть сказки народов мира. И особенностью профессии папы в этом плане, в отличие от современности, понимаете, художник тогда должен был ходячей энциклопедией быть. Потому что открыть компьютер, которого тогда не было, найти любое изображение в интернете было невозможно. Поэтому у папы всегда было сотни книг. Мы постоянно покупали книги, ходили по книжным магазинам, покупали энциклопедии, детские книги. А тогда выбор был очень огромный, и они вот на полках сотнями. С детства я рос, в принципе, вот рассматривая эти книги. И поэтому он даже выписывал энциклопедии, допустим, «Народы мира», в которых можно было открыть. Один том был посвящен Америке, другой Африке. И он буквально, это для него было материалом. Потому что иного места найти этим в Ленинской библиотеке этого было не найти. Потому что это очень специфичная такая тема. Поэтому вот энциклопедичность и собирательство у него, это было неотъемлемой частью вынужденной. И вот он этим тоже занимался. Всю жизнь папа делал наброски. И вот эта фраза Репина «ни дня без наброска», она была просто убийственной. И он даже меня заставлял делать наброски все свое детство. Это иногда так доставляло, что просто не было слов, но вот это было одной из его черт. Это наброски, сделанные в деревне. Здесь очень хорошо, это уже 60-е годы, очень хорошо видно в этих набросках быт татарской деревни, сельхозработы летом. Как запрягали лошадей, какие были комбайны, э, как одевались люди. То есть рука у него постоянно работала, глаз должен был постоянно работать. И что самое важное, все эти вещи он всегда использовал в итоге уже в иллюстрациях и в своих книгах. Все шло в дело. Он буквально потом сидел, выискивал нужный ракурс, нужный портрет и так далее. Ситуация складывалась таким образом, что в Казани проходили определенные мероприятия, допустим, приезд каких-то театральных труп, приезд каких-то групп из других регионов, республик. И к папе всегда обращались с просьбой выполнить плакаты к Сабантую или к дням там Каракалпакстана, Каракалпаки в Татарстане сейчас откроется. И его вызвали в министерство, как правило, я шел вместе с ним. И вот мы у заместителя министра культуры сидели, и они обсуждали, как это должно выглядеть примерно, что там должно быть изображено, потому что мероприятие было ответственное, и чего попало, рисовать было нельзя. И вообще цензура в те времена — это отдельная тема. Не хочется на этом особо останавливаться, но пару слов сказать хочется, потому что вот это мнение о том, что в те времена был рай для художников, и они делали, что хотели, ну, вот это дни Каракалпакстана, Каракалпак әдәбият һәм сәнгать көннәре в Татарской ССР. Да, это 80-е годы. Это было буквально вот такие традиционные моменты, которые иногда его приглашали, и он выполнял к ним плакаты. Вот этот плакат очень примечательный, он сделан к столетию Тукая. Тогда как раз в этом здании открывался музей. Это известный очень портрет Тукая, гравюра на дереве, выполненный отцом. Интернета не было. Как выглядело здание, было непонятно. Фотографий, с нужного ракурса не было. Мы с папой ходили на эту улицу, отошли на ту сторону улицы и зарисовывали вот это здание во всех подробностях. Потом, вернувшись в мастерскую, он уже потом нарисовал его гуашью во всех деталях. Ну, конечно, не во всех деталях, но хочется сказать, что вот это для того, чтобы найти материал, был потрачен целый день. Насколько вот все-таки недостаток интернета в то время. Ну, вот Татарстан Алтмашьел, такого рода плакатов было очень много. Не знаю, куда они шли. Наверное, в журналы. Вот обратите внимание, в творчестве плакатном влияние гравюры. То есть его увлеченность гравюрой
и стилистикой гравюры она перешла и в графику. Это 80-е годы, если я не ошибаюсь, может быть, 86-е. В Казани проходит уникальное событие. Это юбилей, не юбилей, а проходит мероприятие, связанное с Кулгали. Кулгали Кайсаисов, сказание о Юсуфе. Для папы это была такая особая тема, потому что, не знаю, каким образом, наверное, в результате конкурса или чего-то, но он создал портрет Кулгали, который признали иконографическим. То есть он стал как бы основным, и папа всегда этим гордился, что вот его Кулгали, он занял одно из главных мест, таких в иерархии. И надо сказать еще такую вещь, что, допустим, у Бакый Ага Урманче Кулгали в бюсте Сагыш, он был сделан раньше, и там идет вот такой же головной убор. Папа старался сохранить преемственность образов, и чтобы не уходить далеко от образа Бакый Урманче, в трактовке образа, не создавать какие-то новые легенды, назовем, с этими покрытием головного убора, он использовал тот же головной убор. И я очень хорошо помню, что папа говорил, что Бакый-ага обиделся, сказал: «Ну ты же у меня украл вот этот головной убор». Папа пытался ему объяснить, что не стояла задача украсть что-то, а надо было сделать так, чтобы образ у разных художников был в чем-то похож. И в этом отношении, когда создавался скульптурный портрет уже, ну, фигура Кулгали в парке Тысячелетия, а, именно на этот образ и основывались, старались тоже сохранить преемственность, которая сложилась годами. И Кайса Юсуф, сказание о Юсуфе. Ну вот, кстати говоря, отдельная тема — это подготовительный материал. Им были сделаны десятки портретов, чтобы найти этого Кулгали. Вот опять-таки не было такого, что да ладно, и так пойдет, да кто там будет разбираться, как он выглядел, тем более непонятно. Тысячи лет уже прошло. Нет, он был не таким, он старался найти вот этот булгарский типаж, который, по его мнению, мог олицетворять этого человека и мог подойти по выражению лица, по характеру. И сама по себе работа над Кулгали, это придется открыть, хочу показать. Она у него была из двух этапов. Вообще он темой иллюстрации или станковых произведений Кулгали «Сказание о Юсуфе», это наверняка вы знаете, что это библейская история, она как бы это не татарская легенда, а именно библейское сказание о прекрасном Иосифе. Он начал намного раньше, чем юбилей вот этого Кулгали, чем эти мероприятия, связанные с изданием книги Кайсаисов. И мне хочется показать гравюры. Опять-таки он остался верен выбранной технике. Это гравюра на дереве. То есть это не книжная графика, это именно станковые листы. Их немного, там 4 или 5, я сейчас не помню, по-моему, 4. Может быть, так попробовать сделать, полистать. И он заиграет. Но вот эти листы у него — это именно станковые листы. Они отличаются от иллюстраций, сделанных для самой книги. Вот эта знаменитая суперобложка зависла. Ну, хорошо, давайте здесь. Это знаменитая суперобложка к изданию. Вот так вот. Нормально видно, да, более-менее? То есть можно увидеть разницу между сделанными ранее станковыми листами, и здесь идут форзацы, форзацные развороты со сценками из жизни Юсуфа. А здесь мы видим эскизы к станковым произведениям. Они были сделаны намного раньше вот этих иллюстраций, и можно увидеть отличие от результата и первоначального варианта. Видите, насколько все-таки большой путь прошел художник в плане поиска образов и композиционного решения. С Кулгали у него тоже интересный очень момент. Это тоже история была раньше, когда он работал над этими листами. Папе удается достать путевку в Турцию. В Турцию туда просто так никто не ездил. Это был 76-й, наверное, год, что ли. Это были очень древние времена. Путевку он достал через каких-то знакомых, то ли обкомовских работников, то ли что. Мало кто вообще ездил. И в основном ездили, конечно, чиновники, их родственники и так далее. И папу вызывают на очную ставку, куда вы бы подумали, в предбанник. Ну, как назвать это, я не знаю. Это вот оперный театр, вы, наверное, были там. Там есть пространство между входными дверьми. Тамбур. Его приглашают в этот тамбур. Двое агентов в шляпах, вот как вот в фильмах он рассказывал, как в фильмах обычно показывают, там, агент 007. Люди в штатском, да. Вот его приглашают туда и говорят: ну,
понятно было, что это белая ворона. Понятно, что он не должен был туда ехать, потому что он непонятно кто. Его невозможно проконтролировать. Если чиновники, они были связаны там обетом, давали присягу на возвращение из Турции обратно домой, то это был для них непонятный персонаж, и они начали его уговаривать и выяснять, а чего ему, в принципе, в Турцию-то захотелось. То есть это показывает времена, в которых работал художник. И они ему начали говорить: а почему ты на восток решил поехать? А папа говорит: а я работаю как раз над серией работ, где вот восточная тема для меня важна, у меня материала мало. А те же, они тоже не дураки, они говорят: так вот, говорит, в Средней Азии езжайте. Говорит, вот же у нас, это наша Средняя Азия. Ну что там в капитализм вас тянет? Там же Восток, там вот эти все изразцы. А папа как-то умудрился и исхитрился, хотя это вообще никак не связано. Он сказал: а вот мне вот стилистика важна именно вот того региона, без этого я не смогу нарисовать. Хотя это, в принципе, он рисовал намного раньше, к Турции это вообще никакого отношения не имело. В итоге он, конечно, поехал, привез массу впечатлений, и для него это, ну, тоже был такой очень в плане познания мира, открывания мира, такое было очень яркое событие. Отдельная тема — это работа в театре кукол и персонажи, которые были созданы там. Этот период я очень хорошо помню, потому что я был маленьким тогда, и вот в театре кукол, который был тогда в этой церкви, мы работали в подвале, он работал в подвале, собственноручно лепил из для папье-маше он создавал из пластилина вот эти персонажи. Обратите внимание на архетипичность этих персонажей, на то, насколько они вообще подходят специфике театра, насколько они обладают уникальностью образов. Богач, бедняк, волков там только сколько, бабушка. То есть это такие они буквально классические персонажи, которых можно выпускать в виде сувениров даже. Вот эти заставки, фоны, которые использовались в этой постановке и на фоне которых шла вот эта игра, это буквально, вот особенно вот эти ворота, это материал, собранный папой в Перми, в татарских деревнях, где именно вот из стволов поваленных деревьев и создавались вот эти ворота. Они были такие вот архаичные, монументальные, такие дикого вида. Поэтому вот этот материал, он тоже был использован. Что это у нас за картинка? Здесь мы видим фотографию. Эта фотография сделана была, может быть, Рessен Абой-Махди. Это папа, это вот как раз после создания уже этих персонажей, по-моему, Рустем Мухамеджанов, это автор этого фото, я боюсь сейчас вот соврать, он в кругу как бы вот своих, это то, каким был папа в то время, и в кругу как раз вновь только что созданных работ. Следующий момент, который хочется отметить, это, конечно, филармония и театр. Это отдельные темы. Папа очень огромный, ну, целый пласт. Это Канкаев, Батарша, Пугачевские восстания, вот театральные постановки, связанные вот с этим. И постановка, связанная по Нурихану Фаттаху с «Изград Рануклар», по-моему. То есть такая булгарская тема. Созданы десятки костюмов разных персонажей, разных сословий. Надо было знать, как одевались значит, в русской армии, как выглядела Екатерина. То есть здесь можно увидеть, это вот по булгарской тематике шаманы, которых он зарисовывал в Туве и Хакасии. В экспедиции он ездил с Миркасемом Усмановым в то время, знаменитый ученый наш, исследователь, уже покойный, к сожалению. Они вместе проездили весь Алтай, собрали огромное количество. Он ездил как художник экспедиционной вот этой как раз группы. И здесь можно увидеть как раз фотографии уже, когда в театральной постановке по сшитым костюмам был сделан фотоматериал. Значит, запечатлены актеры во время игры. Актеров вы прекрасно узнаете, они, многие из них уже, наверное, на пенсии. Габдулла Шамуков, они были лично знакомы с папой, вот, дружили. Вообще, в советский период, вообще вот эта советская школа, чего бы она ни касалась,
науки, искусства или специалистов в каких-то отдельных отраслях. Там были потрясающие персонажи, которые выдавали очень качественный результат. Одним из них была вот Лима Кустабаева. Она была руководителем как раз филармонии. Папа фактически создал филармонические костюмы той эпохи. В этих костюмах они выступали десятилетиями и по всему Союзу. Обратите внимание, вот в книге Гая Тагирова, такая зеленая книга с синими, по-моему, танцовщицами, здесь изображены основные типы татар по всей территории как бы вот Союза, России. Это вот шакирды. Создана такая галерея, целая галерея, которая, она является уникальной. Я очень надеюсь, что вот альбом, который мы готовим, будем готовить в ближайшее время, все это найдет отражение. То есть архетипичные такие образы, которые использовались, они реально были в употреблении, в применении. Веером хочу вам показать. Там были сцены смешные такие из жизни шакирдов, из жизни медресе, и вот как раз это можно тоже здесь увидеть. Вот такого типа костюмы. Это сюжет, использовавшийся на обложке. Это отдельная страница с костюмами и так далее. И буквально я хочу показать еще, каким образом создавалось это. Для папы специально создавались фотосессии. Значит, девушек в национальных костюмах заставляли позировать в разных позах, и этот материал, он использовался папой в этой книге. Вот это как раз показывает, фотографии еще обрезали, так, видите, фигурными ножицами. Это был мой любимый прием такой, такие фотографии я любил собирать с волнистым краем. И буквально книга Тагирова. Обратите внимание, что в этой книге не только надо было нарисовать красочные иллюстрации, а надо было нарисовать сцены с движением актеров на сцене. Это, ну, они с Гаем Тагировым буквально, можно сказать, провели время вместе, потому что вот во время создания этой книги, потому что это был колоссальный труд, невероятный совершенно по сложности. Обратите внимание на то, вообще на саму графику, изысканную линейную графику. Вот. И вот здесь видны очень хорошо движение пар, постановка других фигур в виде условных графических элементов. Вот. Так что вот эти как раз иллюстрации, они были использованы в этой книге. Так, ну и буквально, наверное, в конце, буквально пару вещей я покажу. Это так, ну, по каким-то стилям, наверное, уже мы не успеем, хотя и книги, и обложки. Ну, Ялкан вот для того, чтобы показать вообще, все обложки были им созданы папой. Как правило, каждая обложка, она была индивидуально по тематике. Здесь вставлялось название в одном месте, или внизу, или наверху, оставлялось место, и оно вклеивалось потом. Или это Сабантуй, или это зима. Вот здесь показано условно место для названия. Опять-таки, обратите внимание, что иллюстрация сделана буквально в технике гравюры с раскраской. Папу всегда привлекала возможность гравюры быть многогранной в том плане, что много оттисков, которые он получал, можно было по-разному раскрашивать. И это давало вариативность. Это не просто один рисунок, который ты делал, и его невозможно было переделать. Гравюра, она в этом плане была универсальной. Ну и, конечно, его уникальные персонажи — это дети, женщины. Это просто невероятно по вкусу, по эстетике, по любви вообще к детям. Каждая каждая обложка. Редактором тогда в 80-х годах, я, наверное, не знаю, но чуть раньше была Роза Хафизова. И я очень хорошо помню, как мы у нее в кабинете, папа приносил готовую обложку, и она утверждала ее там, долго рассматривала, смотрела, нет ли там чего-нибудь запрещенного. То есть цензура, она такая работала. Обратите внимание, что все работы разные. И вообще у папы был главный принцип. Он даже мне об этом всегда говорил. Улым сина харбер ашем оермалы булар атыиш. То есть, сынок, все, что ты делаешь, оно должно отличаться друг от друга. Никогда не будь рабом какого-то одного приема, одного стиля. И в его творчестве мы это видим. То есть он к этому относился буквально вот так вот, в виде задачи. К сожалению,
традиция рисованной обложки, она исчезла. Сейчас все обложки — это фотографии, потому что все коммерческое, все должно приносить прибыль, или это знаменитые персонажи, певцы, актеры, рекламные места. И традиция рисованной обложки, она исчезла, к сожалению. Ну, это было такое удивительное явление времени. Рукотворность, этот handmade, он всегда привлекателен, всегда, ну, к нему тянешься, и он является уникальным, и это можно через 20 лет выставить, и не будет скучно.